Эксперты ВОЗ высоко оценили меры борьбы с пандемией в Беларуси. Специалисты организации посещали медицинские учреждения Минска, Минской и Витебской областей. В Беларуси завершила оценочную работу миссия ВОЗ, инспектировавшая меры борьбы с пандемией коронавируса. На брифинге для журналистов 11 апреля глава командированной инспекции Патрик О'Коннор заявил, что Всемирная организация приветствует шаги, предпринимаемые белорусскими медиками в противостоянии COVID-19, сообщает Белта. В своем выступлении глава миссии ВОЗ акцентировал внимание на первичных особо важных процедурах. Это такие как диагностическое тестирование наиболее вероятных случаев, установление их контактов, изоляция лиц с подтверждением инфекции и строгое соблюдение карантина для людей, побывавших в зонах риска. По мнению зарубежного медика, эти меры – главный козырь в реагировании на опасный вирус. Республика Беларусь при сдерживании разноса вируса проявила системный подход, а также в полной мере использовала потенциал имеющихся на вооружении лабораторий для выявления ранней стадии инфицирования пациентов, подчеркнул миссионер. Вместе с тем, эксперты высоко оценили оперативное создание дополнительных лечебных площадок для лечения и карантинного содержания людей. Важным аспектом они назвали то, что это никак не повлияло на работу системы здравоохранения в целом. Все остальные медицинские учреждения функционируют в штатном режиме, включая заботу о матерях с детьми и службу охраны психического здоровья. Мы приветствуем ту практику, которую применило белорусское государство, но она должна быть сохранена и усилена. ВОЗ возлагает большие надежды на ответственность граждан при соблюдении предписанных мер, сказал О'Коннор. Экспертная группа Всемирной организации инспектировала деятельность белорусских медиков с 8 по 11 апреля. Она прибыла в страну по приглашению главы государства Александра Лукашенко. Назревает дипломатический скандал из-за горы Арарат. В Турции возмутились упоминанием горы Арарат на гуманитарном грузе Армении. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой потребовал объяснений по поводу отправленной гуманитарной помощи из КНР в Армению, на коробках которого упоминалась гора Арарат, именуемая в Турции Агра. Об этом СНГ Today сообщили 12 апреля в пресс-службе МИД Турции. Отправленная помощь КНР в Армению для противодействия распространению коронавируса вызвала дипломатический скандал между Анкарой и Пекином. На коробках с медицинскими принадлежностями, высланными в Ереван, было написано на китайском «Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и длиннее реки Янцзы». МИД Турции потребовал от посла КНР в Турции дать разъяснение причин содержания надписи на коробках. Китайский посол в Турции сообщил, что гуманитарный груз для Армении был подготовлен одной из местных китайских администраций и отправлен частной компанией. Напомним, что 8 апреля была отправлена из Китая в Армению гуманитарная помощь. Это 2 мобильные кислородные станции, 60 тысяч медицинских масок, 280 тысяч защитных масок, 20 тысяч защитных очков, 100 тысяч защитных костюмов, а также медикаменты. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо президенту Армении Армену Саркисяну, в котором выразил готовность помочь в борьбе против COVID-19. Напомним, что гора Арарат, вершина которого 5165 метров, является одним из главных символов для Армении и изображена на гербе государства, но сама вершина находится на территории Турции. Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами. Ситуация критическая. Об этом заявил член Общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook. Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в 2 километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесной, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС, написал он. Емельяненко добавил, что в данный момент пожар двигается в сторону атомной электростанции, так как туда дует ветер. С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются 2-ю неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен рыжий лес. В тушении принимает участие авиация. Ранее по факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в 3 местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего огонь ветром опрокинуло дальше. В Киево-Печорской лавре священники массово заразились коронавирусом. Об этом сообщает украинский 24 канал. По состоянию на 13 апреля, в лавре выявили 63 инфицированных. О десятках заболевших священников телеканалу рассказали источники в Министерстве здравоохранения.
Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что за сутки было выявлено 26 случаев заражения в Киево-Печорской лавре. Он призвал верующих соблюдать карантин и высказал опасения, что новая вспышка заражения случится после Пасхи. На Украине церкви не закрыты, однако массовые религиозные мероприятия запрещены. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране составило 3102. Скончались 93 пациента. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Киеве – 495. Затем идут Черновицкая – 462, Ивано-Франковская – 300 и Тернопольская – 273 области.